На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Вернулся спустя почти 2 года. Мы вернулись в этот прекрасный город и вернулись уже с конкретными результатами. Что Татарстану даст новый завод КАМАЗа и о чем Рустам Минниханов успел договориться во время своего визита в Узбекистан, знает Сергей Хайдаров. Качели из Советского Союза и клены вместо арт-объектов. Ничего почти не менял. Так, чуть-чуть. Я говорю, вот немножко качели тут поправили, чуть-чуть подкрасили. Ну все, вот на этом все. Какие дворы в республике планируется реконструировать, расскажет Салават Мухаммадулян. Остался один с 3 детьми. Уже трудно снимать жилье одновременно и за детьми ухаживать. Как можно помочь семье Фатхулиных, расскажет Юлия Муратова. Дело многодетной семьи о получении жилья становится многотомным. Если бы можно было вернуть все назад, и чтобы не было трагедии в моей семье, которая произошла, я бы вообще от 5 миллионов бы отказался. Почему многодетный отец стал суеверным и скрывает количество детей? Об этом Алия Хайрудинова. Новая линейка автомобилей КАМАЗ, татарский Сабантуй в Узбекистане и интерес к ТНВ в Средней Азии. Продолжается рабочая поездка Рустама Минниханова в Узбекистан. Зачем президент направит в страну наших костюмеров и что даст новая линия по производству грузовиков? Об этом в материале Сергея Хайдарова. 3, 2, 1, поехали. Он сказал «поехали», он открыл завод. Так Рустам Минниханов сегодня запустил работу новой производственной линии по сборке автомобилей КАМАЗ в Узбекистане. Президенту Татарстана показали цех сборки, а также новый модельный ряд грузовых автомобилей и коммунальной техники. Мы увидели, что это современнейшее предприятие, очень высокотехнологичное. Мы видим вот прекрасный сборочный корпус, который за короткое время был построен. И, конечно же, 3000 автомобилей сборки. Это очень достаточно серьезная цифра. Я уверен, что и локализация, и все другие договоренности, они будут реализованы. Узбекистан – это наш стратегический партнер, продолжает Рустам Минниханов. В прошлом году объем торгового оборота вырос на 57% и составил $146 миллионов США. Это тоже Самарканд, только Рустам Минниханов уже в театре исторического костюма. На сцене всей эпохи Узбекистана от бронзового века и до наших дней. На сегодня в театре создано около 200 уникальных костюмов. Президент республики предложил направить сюда специалистов из Татарстана для изучения опыта узбекских коллег. Рустам Минниханов в Самарканде встретился и с активом татарских общественных организаций Узбекистана. Ему рассказали, как здесь живут татары, а их тут 300 тысяч. Традиционно ежегодно стали проводиться празднования Сабантуя с участием представителей Татарстана, Узбекистана, хокимията Самаркандской области. Мы признательны, что в последнее время к нам стали приезжать известные концертные группы, артисты театров, кино Республики Татарстан. Сегодня Рустам Минниханов побывал и в Ташкенте. Здесь ему показали, как работает корпункт ТНВ. Экскурсию провел генеральный директор телерадиокомпании Ильшат Аминов. Напомним, корпункт ТНВ в Узбекистане появился в этом году по просьбе актива татарских общественных объединений в Ташкенте. Он стал 13-м среди регионов Российской Федерации и зарубежных стран, где проживают крупные диаспоры татар. Сергей Хайдаров, ТНВ, Узбекистан. И сегодня Рустам Минниханов в эксклюзивном интервью нашему каналу подвел итоги двухдневного визита. Скажите, пожалуйста, у нас между Татарстаном и Узбекистаном такие давние крепкие отношения, а за последнее время удалось поднять товарооборот почти на 50%, даже чуть больше. За счет чего удалось этого достичь? Ну, вы, наверное, правильно сказали. Исторически мы очень близки. Близки по языку, близки по религии. И много людей татарской национальности, более 300 тысяч, и сегодня проживает на этой прекрасной земле.
Это, наверное, самое главное в наших отношениях, и она является фундаментом для того, чтобы мы более активно работали с страной. Ну и второе, последние 3 года Узбекистан сильно развивается. У нас были контакты, отношения, но руководство Узбекистана сегодня, оно нацелено на инновации, на продвижение Узбекистана в мире, формирование партнеров, и она очень хорошо вписывается в нашу стратегию. Мы с огромным желанием имели такое желание расширить наши отношения в этой стране. Сегодня все условия созданы. И результат – это товарооборот, который растет. Результат – это наша вчерашняя встреча в Самарканде с татарской общественностью. То есть они очень открыты, они очень комфортно чувствуют в этой прекрасной стране. И в то же время они сохранили свои исторические корни, свою идентичность, да, то, что и язык, и все остальное. А если взять по проектам, это большой проект КАМАЗа. Сегодня открыли новую сборочную линию. Есть большие планы у компании «Татнефть», есть огромные планы, и они работают, ГМС групп. Это крупные. А нам надо уже второй эшелон запускать там. Медицинские, фармацевтика. Удобрения мы снимали компанию, очень интересно, бионователь. Да, она тоже входит сюда, наша компания. Она тоже имеет хорошие перспективы. То есть страна открыта. Были вопросы с конвертацией, это все было в прошлом. А сегодня руководитель страны очень продвинутый человек с хорошими отношениями с нашим руководителем Владимировичем и президентом Узбекистана. Они очень друг друга поддерживают. Это тоже является хорошим фундаментом, подспорьем для наших отношений. Орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Госнаграду из рук Владимира Путина получил слесарь по ремонту автомобилей команды КамАЗ-Мастер Валерий Мирный. Он разработал крепление амортизаторов для спортивных и серийных КамАЗов. Напомним, в воскресенье КамАЗ-Мастер отправился на старт гонки на Аравийский полуостров. Сейчас команда держит путь во французский Марсель для техпроверок. Сегодня в зале поистине блестящая плеяда представители ведущих предприятий, известные врачи, учителя, педагоги, деятели культуры, искусства и спорта. Вас, дорогие друзья, уважают за огромный труд, за преданность призванию. К другим темам. Бывает так, что радость и беда приходят в дом одновременно. 22 ноября после сложных родов умерла 33-летняя Диля Фатхулина. На руках у мужа сейчас остались 2 новорожденных малышек и сын Дили от первого брака. Оказать им помощь сейчас готовы жители со всей республики. Об истории, которая никого не оставит равнодушным, Юлия Муратова. 10 дней назад для Фатхулиных прозвучал марш Мендельсона. Параллельно готовились стать родителями девочек-близняшек. Однако вновь почувствовать счастье материнства Диля так и не успела. Приготовили, конечно, одежду, все необходимое для детей. Она сама последние дни уже это все постирала. Диля Фатхулина не стала 22 ноября. У нее начались преждевременные роды. До республиканской больницы довести не успевали. Рожала в районной. Первого ребенка она родила сама, а второго она не может родить, потому что ребенок лег поперек. Во время кесарево сечения, после того, как уже плод извлекли, у нее произошла остановка сердца. У самого Радика близких родственников нет. Сейчас вместе с сестрой жены решают, как жить дальше. У Лейсан Муртазиной своя семья, муж и 2 детей. Жилье, как и Фатхулина, снимают. Сейчас приняли решение жить все вместе. Теперь нам надо объединиться как-то вместе, жить, детей уж воспитывать. Самая большая проблема стоит в жилье.
куда забрать. На сейчас будет уже 8 человек. У Дили был ребенок от первого брака. Мальчику сейчас 10 лет. Его отец жив и сейчас планирует взять ребенка к себе. Работаю. Живу с родителями. Там прописан. Большой дом. Еще отдельно есть Лавский дом. Сам буду воспитывать, если его там не уговорят. Закон сегодня, федеральный закон четко стоит на защите права ребенка воспитываться своими кровными родителями. По словам уполномоченного по правам ребенка республики, решать, с кем останется мальчик, будет суд. Мнения его учтут. Но сейчас в первую очередь главный вопрос воспитания 2 малышек. Все неравнодушные начали сбор средств для семьи. Помощь предлагают и в соцсетях. В каком городе они проживают? Как можно отдать одежду и продукты питания? Скажите, пожалуйста, какая еще помощь нужна помимо денег? Предлагаю физическую помощь. Могу сидеть с детьми, если нужно сходить в магазин. Помощь семье обещает исполком Высокогорского района. Для теперь уже 2 семей планируют найти 3-комнатную или даже 4-комнатную квартиру. Со стороны исполкома, значит, будет оказана помощь, оплата аренды этого жилья до получения ипотечной квартиры. Соципотеку сестра Дили сможет оформить в конце следующего года. Сейчас они стоят в очереди. А вот приобретение отдельного жилья мужем погибшей под вопросом. Всех сбережений, которые Фатхульна успели накопить, недостаточно. Поэтому новой семье крайне необходима ваша помощь. Поддержать ее можно, отправив средства по номеру, указанному на экране. Юлия Муратова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Высокогорский район. Это другая история, но тоже о многодетной семье. Они обратились в Конституционный суд с проблемой, которая возникла при получении жилищного сертификата. Дело в том, что в 2013 году Орловы продали квартиру и переживают, что им могут уменьшить денежную выплату. Ведь, по мнению главы семьи, правила выдачи составлены нечетко и оставляют лазейки при трактовке. Из норматива, который положен многодетной семье, вычтут вот эту 4-комнатную, а также все сделки по отчуждению. 1-комнатную, 2-комнатную и 3-комнатную. И в итоге может так получиться, что семья будет должна еще государству. Владимир Орлов объясняет правила выдачи жилищных сертификатов наглядно, точнее их трактовку. По документам на сумму сертификата повлияют сделки с имуществом, совершенные за 5 и более лет до его выдачи. И тут камнем преткновения стала трешка, проданная 6 лет назад. Все просто как на шахматной доске. Многодетной семье гражданина Орлова полагается вот такая большая квартира. Но в 2013 году он продает свою трешку, и теперь эта разница может быть вычтена из сертификата на жилье. Сегодня по нормам на каждого члена семьи должно быть 18 квадратных метров. В 2018-м семье Орловых предлагали сертификат на сумму в 5 миллионов рублей. Учли сумму от продажи, ведь полагалось 7,5. Формулировка, которая в настоящее время есть в правилах, она дает возможность правоприменителям использовать срок больше 5 лет. То есть не менее 5 лет, это и 5, и 10, и 15. Сегодня представитель Кабмина заверил, семья получит полную сумму, ведь отсчет идет с момента выдачи сертификата, а не с момента постановки на учет. И отсчитают ровно 5 лет. В связи с чем возникли вот эти вот нововведения? Были ли злоупотребления? Стали выявляться случаи, когда граждане, чтобы получить побольше, чтобы у них был размер субсидий побольше, стали совершать сделки по отчуждению имеющихся жилых помещений. Орловых уже внесли в список нуждающихся 2020 года. Сегодня в Татарстане 560 многодетных ждут своей очереди. В 2019-м 33 семьи получили сертификаты. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Более 8% татарстанцев сталкивались с коррупцией. Такие данные соцопросов сегодня привели на брифинге в Казани. Еще из наблюдений. Более половины респондентов в случае необходимости готовы дать взятку. Самым коррумпированными считают медиков, сотрудников ГИБДД и преподавателей вузов. Как отмечают борцы с коррупцией, действенные меры профилактики – это информирование граждан, как можно законно оформить ту или иную процедуру, и развитие электронных сервисов. Перед нами задача, которую поставил президент Республики Рустам Нуглевич Минниханов, и в послании, которым он обозначил, чтобы цифровые сервисы, именно в части, именно позволяющие минимизировать и устранять, не только минимизировать, а просто их устранять коррупционные проявления, должны приводить к тому, чтобы любой житель республики, любой предприниматель не нуждался в посредниках, чтобы это не приводило к тому, что проще заплатить взятку. Каждому 5-му татарстанцу взятки не по карману. Другие детали соцопроса читайте в интернет-газете «Реальное время».
Почти 7 тысяч дворов республики требуют комплексного ремонта. Это стало известно после инвентаризации всех придомовых площадок Татарстана. Подсчеты показали, в 30% дворов хороший асфальт. Напомним, эта работа идет в преддверии новой республиканской программы «Наш двор». Мне было 5,5 лет. Здесь стоял-то такой забор, был деревянный. А еще волейбольная площадка и идеальный газон. Так здесь было в 60-х и 70-х прошлого века. Это Казанский двор по улице Восстания, 71. Вместо детей с мячом и взрослых с домино, голые деревья, машины, обшарпанные скамейки и бутылки. Закрытая беседка квадратная была. Собирались? Собирались. Помню, приемники там что-то слушали. Воспоминания о скрипах качелей, похоже, будут у детей со двора Исаева, 18. На детской площадке здесь пока советские арт-объекты. Эта детская горка уже давно не популярна у местных жителей. Дело в том, что отпустить сюда ребенка просто опасно для его здоровья. В любой момент, вместо того, чтобы скатиться, отсюда можно сразу упасть. И придомовых территорий, где требуется комплексный ремонт, в республике почти 7 тысяч. Таковы итоги инвентаризации. В остальных 30% дворов постелен хотя бы хороший асфальт. Практически в единицах ремонт уже полностью сделан. Так, например, во дворе на Гагарина 105. Благоустроили его прошлым летом. Стоимость 12 миллионов рублей. Внучка уже несколько раз, бабушка приходили сюда. Я говорю, давай пошли. Ей нравится? Нравится. Ну, пошли сюда. И вам нравится, наверное? То и мне тоже понравилось. Уже с 2020-го ремонт таких территорий начнется по новой республиканской программе «Наш двор». Бюджет на 3 года 50 миллиардов. Для дворов уже определен набор обязательных работ. Остальное обсудят с жителями индивидуально. Ремонт дорожного покрытия – это ремонт либо создание вновь тротуарной части вдоль домов, установка либо замена освещения, установка детской зоны, частичное озеленение. Строители начнут работу уже весной следующего года. Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Казань. Чемпион России по качеству жизни. Столица республики стала лидером среди российских городов по качеству жизни по итогам исследования финансового университета при правительстве страны. Награду сегодня вручили в Москве. Анализ проводился в 78 городах с населением более 250 тысяч человек. Больше всего казанцы довольны удобством своего города, работой ЖКХ и состоянием своего дома. Итоговая оценка получилась из 31 критерия. В топ-5 также вошли Грозный, Тюмень, Краснодар и Москва. Инфраструктурные проблемы совершенно меняют жизнь этих городов. Мы подготовили кучу специалистов, которые сегодня востребованы в мире. Люди изменились. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Чистота – залог партнерства. Нужно контакты, чтобы заключить контракты. Где и как Татарстан и Финляндия намерены сотрудничать и почему это решают на высшем уровне, узнал Рамиль Шайдуллин. Лебединая битва. Мы сделаем все, чтобы оно не мешало, чтобы животное, птица, вернее, была нормальная, здоровая, чтобы она еще в будущем приносила потомство. Почему лебеди с озера Кабан не приняли гостей с набережных Челнов, расскажет Ленар Гинатуллин. Многолетняя дружба и надежное партнерство. Делегация парламента Татарстана сегодня в Казахстане. Фарид Мухамедшин встретился с председателем Меджлиса Казахстана Нурланом Нигматуллиным. Протокол о взаимодействии подписан еще в 2007 году. Обе республики уверены, нужно дальше развивать партнерские отношения. Нурлан Нигматуллин также отметил заинтересованность Казахстана в татарстанском опыте внедрения цифровых технологий. На встрече с премьер-министром Аскаром Маминым Фарид Мухамедшин обсудил товарооборот между республиками. В этом году он превысил 700 миллионов долларов. О желании увеличить товарооборот до $1 миллиарда уже в следующем году заявила Дарига Назарбаева, председатель Сената парламента Казахстана. Тесно сотрудничаем с Казахстаном, Татарстан по экономическим, по культурным, духовным, межпарламентским связям, подписанным соглашением. И намерены и дальше сотрудничать, углубляя наши экономические и культурные связи. Сегодня в Казань прибыла большая финская делегация во главе с послом Финляндии в России Мика Хаутала. Он и представители финских и татарстанских компаний говорили о глобальной проблеме, с которой финны уже справились благодаря реформам, мусоре и отходам. Теперь их технологии могут помочь и Республике Татарстан, как узнал Рамиль Шайдуллин.
Конечно, очень приятно уже сразу начинать эту работу с конкретики здесь, в Казани. В зале представители главных компаний Финляндии, отвечающих за чистоту и порядок. Посол самой зеленой страны мира предлагает республике перестать просто выбрасывать отходы, а как они, пускать их в дело. Мы говорим о циркулярной экономике, о том, что все остается. Это экономика замкнутого цикла. И площадка в Казани – это шанс встретиться с потенциальными партнерами. Главное в контексте этой встречи, чтобы они имели непосредственное отношение к циркулярной экономике. То есть такой переработке отходов, когда они вновь становятся сырьем. Например, мусор. Финские компании его сортируют на конвейере и, обработав, уже как сырье, продают другим. Технология, считает бизнес, пригодится в Татарстане. У нас есть решение, которое мы завтра предложим президенту республики. В частности, это взаимодействие с региональными операторами по строительству сортировочных комплексов, производству топлива и дальнейшему использованию топлива локальными татарстанскими компаниями. Или давать вторую жизнь отработанным нефтепродуктам, не сжигая их, а делая качественные масла. Сегодня мы поговорили с представителями как раз Татнефти о том, что, возможно, в вашем регионе мы с ними войдем в сотрудничество, сделаем совместные предприятия, потому что мы умеем собирать, мы собираем масло по всей Скандинавии. Таких предложений дюжина. Контейнеры подземного формата, вакуумная перевозка мусора. Остается найти в республике им применение. Как мы и говорим, нужно контакты, чтобы заключить контракты. Главное создать хорошие контакты, представляться здесь друг другу, вести диалога и открывать возможности к новому бизнесу. Предложение потребует новых методов и технологий. Завтра посол Финляндии и компании-делегаты. О них будут говорить с руководством республики. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Жить в Казани и знакомиться с Финляндией. Такая возможность у татарстанцев появилась благодаря Дням финской культуры. Сегодня они стартовали в Центре современной культуры «Смена». И в эти минуты там находится наш коллега Сергей Хайдаров. Сереж, здравствуй, расскажи, что там сейчас происходит. Хюве Ильта Алексей, что в переводе с финского означает «добрый вечер». Да, действительно, я прямо сейчас нахожусь в Центре современной культуры «Смена», где уже стартовали Дни финской культуры. И надо сказать, что просто невероятно, очень музыкально и очень познавательно все происходит прямо сейчас. Расскажу лишь только то, что для нашей столицы это мероприятие не новшество. Оно проводится уже 3-й год подряд. Его поддерживает не только посольство Финляндии в России, но и представительство татар в Финляндии. Надо сказать, что и посол, и руководитель общества татар находятся здесь в зале. Также в зале находится и Рада Аюпова, министр культуры нашей республики. И вот прямо сейчас аплодисменты звучат от зрителей, потому что сюда приехала самая настоящая финская музыкальная группа, которая дарит народное финское творчество, знакомит зрителей казанцев с этим творчеством. Очень дружеская, очень невероятная атмосфера. Прямо сейчас давайте услышим, с какими эмоциями сюда приходили люди и какие параллели они проводили между россиянами и финнами. Вообще и душа всей финской культуры, финский фольклор, природа финская, именно это меня увлекает. На мастер-класс не смогли, вот прийти, ребенок хотел, но пришли сюда послушать, тоже окунуться в атмосферу. Мне кажется, у нас что-то общее есть. Что, например? Ну, не знаю, мы живем в холоде, мы такие как бы суровые, а потом раздеваемся и танцуем. Да, ну что ж, прямо сейчас я хочу попросить нашего оператора, чтобы показал количество зрителей. Их действительно сегодня на концерт пришло немаленькое количество. И сразу прямо сейчас отвечу на ваш вопрос. Да, сюда на Дни финской культуры может прийти абсолютно любой желающий. Может посетить эти дни абсолютно бесплатно. Проходить они будут здесь в смене до 30 ноября. Поэтому не пропустите. Пока у меня на этом все. Алексей, тебе слово. Спасибо, Сергей. Это было включение из культурного центра «Смена», где проходят Дни финской культуры. А мы продолжим. Лебеди, прилетевшие из Челнов для зимовки на озеро Кабан, не смогли подружиться с местными обитателями. Одному из гостей даже повредили крыло. Накануне специалисты вынужденно забрали птиц на лечение. В каком состоянии сейчас гости из Автограда и где они проведут зиму, узнал Ленар Гинатуллин. Евгений Васильевич нагоняет лебедя.
Осталось немного. Это кадры, как орнитологи на озере Кабан спасают лебедя с перебитым крылом. Причем выручать из беды пришлось и еще одну птицу. Но прежде чем рассказать историю спасения, придется вернуться назад. Это не совсем счастливая лебединая история. Началась в эти выходные, когда активисты из Челнов, узнав о замерзающих на озере Автограда лебедях, решили привезти их в Казань. Ребята позвонили мне, предложили поехать. Я согласился, приехали, начали искать. Мы решили его сразу увезти к озеру Кабан. Так на Кабане оказались два лебедя-новичка, но на Казанском озере круглогодично живет семья шипунов, мама, папа и 4 птенца. И чужаков птицы-старожилы приняли, что называется, в штыки, а точнее, разодравшись в пух и перья. Если птица, которая уже живет на каком-то водоеме, к нему подплывает новая птица, естественно, птица проявляет агрессию, а птица как бы защищает свою территорию. Именно поэтому, чтобы защитить гостей из Челнов, сотрудники дирекции парков и скверов Казани, спасатели МЧС и представители зооботсада провели целую спасательную операцию и отвезли пернатых на передержку в Казанский зоопарк. Они в нормальном состоянии. Сейчас мы, значит, проводим исследования ветеринарные, чтобы, смотрим, чтобы не больные они были. Значит, они пройдут карантин около 30 дней. Ну, посмотрим, если они все нормально, живые, здоровые, что же, на водоем им тут комфортнее будет. По окончанию карантина лебедей отправят вот на этот водоем при Казанском зоопарке. Он не замерзает всю зиму, поэтому птицы спокойно проведут здесь время до весны, а дальше уже отправятся на озеро Кабан. Ленар Геннатуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. И на этой минуте я с вами прощаюсь. Далее о погоде, после чего на ТНВ вызов 112. Я прощаюсь до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Здравствуйте. О погоде через минуту. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2-167-166. Или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана весь день будет пасмурно и минус 7-8 градусов. На северо-востоке республики аналогичная погода. Днем ожидается минус 6-7. На севере Татарстана с самого утра и до вечера небо затянет облаками, не ниже минус 6. На северо-западе будет пасмурно и довольно холодно, минус 5-6 градусов. На юго-западе республики солнце спрячется за облаками. В Болгарах и Буинске к вечеру возможен снег, минус 4-5 градусов. В центре Татарстана пасмурно, но без осадков, 5-7 градусов ниже 0. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез? Что в упаковке? Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Рост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. Вниманию абитуриентов! 8 декабря Российский исламский институт проводит День открытых дверей. Добро пожаловать! Начало в 10 часов. Телефон в Казани 251 01 55. В Казани, несмотря на мороз, сохранится сухая погода. Днем 4-6 градусов ниже 0. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление и влажность воздуха повышенные. В магнитном поле Земли спокойно. Дистанционное дробление камней в почках. Бесплатно по полисам ОМС и безболезненно в клинике ФармТ. Успейте записаться по телефону в Казани 292 66 77. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника ФармТ. 292 66 77.